Здравствуйте, Нурдай. Для начала расскажите о себе нашим читателям, им очень будет интересно узнать о вас. Коротко о себе. Наверное, меня зовут Нуртай, очень приятно, и спасибо, что сегодня уделили время на эту трансляцию. Я работаю в сфере проектного менеджмента, у меня именно образование в этой части, всю жизнь любил управлять проектами, запускать продукты. Это то, чем занимаюсь сегодня. И очень рад сегодня постараться поделиться с вами своим опытом и, возможно, знаниями. Наша молодежь хотят узнать, как быть успешным руководителем, как руководит компания. И исходя из этого, мы пригласили вас в гости. Давайте начнем с того, что какова сегодняшняя система управления? Есть какие-то тенденции, моды? Можете об этом рассказать? Да, конечно. Мир очень сильно меняется, и в этом мире, как вы говорите, тенденции того, что происходит в менеджменте и как управляются компании, очень сильно изменилась. Если раньше основной моделью было директивное иерархичное управление, когда, было много уровней руководителей, начиная с генерального директора, далее были директора, менеджеры, и управление происходило по такой цепочке сверху вниз, когда каждый управлял своими подчиненными, условно говоря, давал им какие-то директивы, контролировал их выполнение, следил за их, производительностью и так далее, то сегодня все происходит ровно наоборот. Те компании, которые сегодня развиваются, добиваются развития и являются лидерами в мире, они работают так, что на самом деле вся энергия управления, идеи и, инициатива идет не сверху вниз, она идет снизу вверх, она идет от сотрудников. Каждый сотрудник, по сути, является тем, кто заинтересован в том, чтобы его компания развивалась, он думает о том, как это лучше сделать, он знает, как лучше поступить, чтобы было выгоднее клиентам, чтобы клиентам это нравилось больше, и поэтому все компании и все, руководители, которые стараются идти в ногу со временем, они хотят построить управление в компании так, чтобы у каждого такого сотрудника в компании была возможность максимально себя проявить. Это значит, что вместо того, чтобы было много уровней управления, сегодня стараются, чтобы уровней управления было меньше, чтобы, каждый сотрудник компании имел прямой контакт с генеральным директором компании, например. Мог поговорить с ним о своих идеях, мог рассказать ему о том, что в компании может быть сделано лучше. И это, конечно же, основная задача, потому что каждый сотрудник сегодня должен реализовывать свой максимальный потенциал. Мы знаем, что Билайн делает все возможное, чтобы сделать организацию с плоским уровнем управления. Какова сегодняшняя ситуация? Вы сделали все это? Да, мы за 3 года мы сократили уровни управления, которые были у нас. Это те иерархические ступеньки, о которых я говорил, с 6 до 3. То есть сегодня у нас 3 уровня управления максимально, начиная с генерального директора и до сотрудников. Это достаточно сложная, большая задача. Да? И сегодня нам кажется, что именно 3 уровня – это оптимальное количество, которое должно быть. И мы строим работу уже в рамках, более плоских команд, более плоских департаментов, и организуем внутри работы по новому принципу. Да? То есть, если раньше это были фиксированные команды с руководителями, сегодня мы стараемся организовывать гибкие команды, которые более самоорганизованы, они требуют меньше административного управления от какого-то начальника, они работают более самостоятельно и поэтому не требуют такой же иерархии, которая была раньше. Скажите нам, очень интересно, кто такой руководитель? Он прежде всего должен управлять людьми или с документами, или организацией? Невозможно управлять документами и организацией. Да? То есть документами может управлять, может быть, секретарь, если говорить так. Организацией управлять может, на самом деле, может быть какой-то юрист или что-то еще. Руководитель сегодня – это человек, который должен не пытаться кем-то управлять, это человек, который должен развивать свою организацию, и делает он это через развитие людей. Потому что развивая людей, своих сотрудников, давая им новые знания, давая им уверенность в себе, он раскрывает их потенциал и тем самым делает сильнее команды, в которых работают эти сотрудники. А уже более сильные команды, они составляют из себя более сильную организацию, и она может добиться гораздо больше. Поэтому, наверное, если называть одним словом, то руководитель сегодня прежде всего должен быть наставником. Он должен быть человеком,
который помогает своим коллегам максимально реализовать свой потенциал. И мы знаем, что есть некоторые руководители, которые злоупотребляют своей властью. Ну, как у них звездный час, можем сказать. Это можно руководителям так делать? Но это нежелательно не только руководителям. Я думаю, что очень важно, чтобы все люди там, в любой жизненной ситуации старались всегда оставаться скромными, да, всегда как бы относились к другим так, как они хотят, чтобы относились бы к ним, проявляли бы уважение к окружающим. Поэтому, конечно же, у руководителей, наверное, в этом плане больше ответственности. Они должны стараться как бы быть на одном уровне и не злоупотреблять, как вы говорите, там, своим положением. Конечно же, это нежелательно. Какой должен быть характер руководителя и какой должен быть характер у человека, который хочет стать руководителем? Ну, смотрите, характер – это очень индивидуальная вещь, да, и все люди разные, и слава богу, да, то есть все люди должны быть разными. Поэтому, наверное, характер, нет ни одного характера, который подходил бы руководителю. Есть руководители с разным стилем, кто-то может быть более строгий, кто-то может быть, наоборот, более мягкий руководитель, и я думаю, это нормально. Самое главное – общий характер, ну, в смысле, я думаю, что может быть важно, чтобы руководитель с уважением относился к другим, наверное, да, если какая-то черта характера нужна, это то, чтобы человек мог уважать чужое достоинство и относился к другим. Я, наверное, повторюсь, но это очень простой принцип, и принцип, который очень сильно недооценен. Человек должен относиться к другим так, как он хочет, чтобы относились к нему. Вот если эта черта будет у руководителя, то, я думаю, никакие проблемы его характера не будут мешать окружающим. А руководителю свойственно показывать свои эмоции, кричать, иногда ругать сотрудников? Наверное, это свойственно там, всем людям проявлять свои эмоции. Я думаю, что очень часто проявление эмоций – это лучше, чем полное безразличие на работе. Свои эмоции надо проявлять, потому что это показывает, что человек вовлечен в работу, что ему не все равно, не просто так. Но, конечно же, очень важно не переходить какую-то грань. Да? То есть не переходить на личности и стараться вести себя максимально корректно. Хотя без эмоций полностью, конечно же, не бывает. Мы все живые люди. В конце прямого эфира хотели услышать от вас пожелания молодежи, подросткам, нашим читателям, советы какие-то. Да. Самый главный совет, чтобы вы понимали, что у всех людей одинаковые возможности в жизни. Да? Это может иногда казаться не так. Да? Потому что иногда, когда ты смотришь на других, всегда кажется, что у кого-то, ну, в смысле, лучшие условия или кому-то больше повезло. На самом деле, очень важно помнить, что это не так. У всех совершенно одинаковый потенциал и возможности добиться того, чего они хотят. Это не значит, что у всех одинаковые способности к разным вещам. Да? У людей есть склонности, у людей есть настрои и таланты на разные направления. Очень важно постараться найти их. Да? Большинство людей в итоге в своей жизни находят то, чем им нравится заниматься. Да? Большая удача найти это раньше. Чем раньше ты найдешь то, чем тебе нравится, чем ты любишь заниматься, тем быстрее ты сможешь развиваться в этом направлении. Поэтому пока вы молодые, это прекрасное время, вам нужно постараться уделить свое время меньше на развлечения, а больше на то, чтобы попробовать разные области, разные сферы, в которых вы могли бы творить. Да? И здесь это может быть медицина, для кого-то это экономика, финансы, бизнес, IT, может быть это искусство. Вам нужно, вот, пока вы молодые, постараться попробовать много всего, чтобы найти то, что подходит вам. Когда вы найдете то, что вы любите, и начнете в это вкладываться, ваш потенциал никем не ограничен. И вы можете сами добиваться всего, чего вы хотите. Сегодня, когда весь мир глубоко интегрирован в интернет, возможности, которые раньше, может быть, зависели от того, где ты находишься, тоже стали совершенно одинаковыми. Стен никаких нет. Можно находиться где-то в глубинке, не обязательно в городе, иметь доступ в интернет и, развив в себе какие-то творческие, профессиональные качества, можно работать на весь мир и работать на мировом уровне. Поэтому я призываю вас смотреть на жизнь как на равное поле боя для всех, где есть все, равное поле, где можно себя проявлять. Постарайтесь найти как можно скорее то, что вам нравится, то, что вы любите, и после этого максимально этому отдаться. И тогда вы добьетесь обязательно больших высот и будете
скажем, делиться, я надеюсь, уже со следующими поколениями тоже своим опытом и своими идеями. Спасибо большое. Спасибо, Джон Рахмат.